Представитель Закаевского джамаата, того, что придерживается фальшивой исламской конституции Низам 2002. Независимая Ичкерия, в вашем представлении, это государство светское или религиозное? Или какой-то компромисс возможен в этом? Знаете, я всегда отталкиваюсь от того, что было заложено отцами чеченского государства. А чтобы узнать, что было заложено отцами чеченского государства, достаточно почитать книгу «Тернистый путь к свободе» Джохара Дудаева. И он там четко, ясно пишет, что Чеченская республика Ичкерия должна быть демократическим государством. И, естественно, я буду отталкиваться всегда от этого. И в моем видении это Чеченская республика Ичкерия, это демократическое государство, в котором народ является хозяином этого государства. Прошу прощения, я, наверное, неправильно задал вопрос. Безусловно, демократическим, и Джохар Дудаев положил этому такие непреложные начала, что, мне кажется, сомневаться в этом вообще не приходится. Я имел в виду, будет ли демократическая Чечня светским государством или религиозным государством, как, например, там Израиль. Светским религиозным государством, но это в будущем, я думаю, уже в моем видении я считаю, что это будет и это является светским государством, демократическим. А что будет дальше, как это будет, как будут там какие-то реформы или будут там какие-то изменения, это уже будет народ решать. Я не могу об этом сейчас, пока об этом рано говорить. Большое спасибо, Асет. Я ожидал именно такого ответа, потому что в конечном итоге в любом демократическом государстве источником власти является народ. Напомним, как звучит первая статья Конституции Закаева Низам 2002. Чеченская республика Ичкерия. Суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. Кефиры прекрасно в курсе их такие, поэтому переспрашивают их с ухмылкой. А в конце он озвучивает, что другого ответа от вас не ожидал.